Здравствуйте, дорогие телезрители, и вновь «Город женщин» с вами. И в студии я, Дарья Анкехова, Мария Куницкая и Анастасия Кондакова. Ну что, девочки, до Нового года осталось совсем немножко. Но я думаю, каждая девушка, да мне кажется, не только девушка, уже подумала, а что же нас ждет в следующем году. И немножечко пролистали гороскопы. Делали ты, Настя, это? Да, я делала, значит, гороскопы, но я сегодня буду вам рассказывать про государственные экзамены, которые будут у нас в 2018 году для 11-классников и для 9-классников. То есть ты сегодня будешь серьезный? Да, я сегодня серьезно. А я сегодня буду брутальные украшения делать. Ну, многие сейчас тоже уже готовятся к Новому году. Кто-то уже прочитал гороскоп, а кто-то готовится к корпоративу, на которых будут всяческие косплеи, не косплеи, переодевания. И я буду такой, значит, делать браслетик, который пригодится некоторым из тех, кто будет участвовать в корпоративных маскарадах. Но также в нашей студии сегодня будет очень интересная гостья, которая расскажет нам, что же ждет нас в 2018 году. Поехали! Итак, ну что, дорогие девочки, мы уже затронули тему будущего 2018 года. И буквально до эфира, скажу честно, мы прям все в гримерке обсуждали тему, что же нас ждет. И наша Настенька увлекается такой интересной наукой, как фэн-шуй. Да. Настя, вот расскажи, почему ты вдруг начала увлекаться этим? И я знаю, что ты владеешь немножечко таким моментом, как астрологическим прогнозом. Я начала увлекаться фэншуем и бадзи. Это китайская астрология где-то года 2 или 3 тому назад. Но как-то вот так сложилось, да, наверное, судьбой было решено, что я вот буду этим вот увлекаться. И очень-таки благополучное такое мое хобби. Я очень люблю своим друзьям, подругам рассказывать какие-то очень... Я больше делаю акцент на хорошие вещи, да, то есть вот будет это, будет... То есть и большинство моих астропрогнозов, они сбываются. Благополучные. Да, они сбываются. Но что такое бадзи? Бадзи – это китайская астрология, которая, ну, то есть по системе бадзи, да, по теории бадзи, значит, все состоит из 5 элементов. Да, и если все 5 элементов в гармонии, то и ждет удачи. Отлично. Ну вот видите, какая у нас позитивная Анастасия. У нас есть также не менее позитивная Мария. И, конечно, дорогие телезрители, сейчас мы переходим к нашей любимой рубрике «Лайфхаки от Маши». Ну что? Ну что, хорошо. Перешли так перешли. Прямо на меня сейчас будет направлена камера. Ну и сегодня я буду работать руками. И я бы назвала это фенечки, конечно, потому что раньше фенечки называли то, что плетут руками. Сегодня мы распотрошим ящик инструментальный наших мужчин. Возможно, это будет папа, брат, муж. Ну, я не знаю, ходят любовники с инструментальными ящиками. Значит, нам нужны болты. То есть, вот если я так объясню, болт – это то, что… то есть гайки, прошу прощения, гайка, которая накручивается на болт с резьбой. Они имеют такую очень графичную структуру, мне они очень нравятся. Из них можно не только какие-то технические вещи делать, но и украшения. Вот сегодня мы будем делать браслет с помощью болтов и вот используя кольца, простые кольца, которые можно, ну, либо приобрести в магазине, либо, может быть, у кого-то есть, знаете, старинные такие вот цепочки, которые с крупными колечками можно разобрать. Ну, вот у меня просто имеется набор небольшой, 6-миллиметровых и 4-миллиметровых, поскольку я иногда делаю украшения. И сегодня нам понадобится еще шнур. Я взяла кожаный шнур, у меня вот есть еще такие веревочки, ленточки. И будет у нас, значит, небольшое использовано плетение морских узлов. Мы делаем вот такой вот накид через болт. Угу. А где такие шнуры можно кожаные купить? Тоже в магазинах. Тоже в магазинах есть. Для этих, да, для товаров? Да, для рукоделия? Для рукоделия. Вот так закрепляем наш один болтик. Морским узлом. Да. Вот, Машенька, тогда какое отношение имеет вот такой интересный браслет к нашей теме вот именно астропрогноза? Ну, поскольку, нет, мы не астральные, я бы себя, значит, так сказать, отрекламировала, что я буду подготавливать к небольшому маскараду, поскольку сейчас очень модно, знаете,
Вот косплей, я, может быть, не очень русское слово сказала, это маскарад, но не совсем обычное. То есть вы подбираете известного героя какого-то, анимешного или из экшенов каких-то фильмов, и делаете дотошно его костюм. Ну, можно вот сделать костюм, он подойдет к какому-нибудь брутальному образу. Какой-нибудь женщины-кошки, я не знаю, там, какого-нибудь робота или какой-нибудь ну, как вот что-нибудь из «Страж Галактики», я не знаю, там героиня была. Ну, то есть это больше аксессуар к новогоднему маскараду? Нет, нет, нет. Это очень подойдет к джинсовому костюму, но поскольку джинсовые костюмы сейчас не делают нам, так сказать, тепла и не создают, мы не одеваем сейчас, в меньшей степени носим джинсы, но это подойдет для новогоднего. И он очень... я уверена, что если кто-то его сделает, то многие будут спрашивать, что это у вас на руке. Так, ну вот мы сделали 2 петли. У тебя получается несколько браслетов? Или Нет, это я вот один сложила, значит, браслет будет состоять из ромба. Его я скреплю, вот камера, если сейчас возьмет крупно. Вот эти вот гайки будут скреплены колечками, сплетены друг с другом. И потом нанизаны на вот непосредственно вот к этому привязаны. А мне кажется, это будет даже актуальным подарком. Вот знаешь, завязывая узелки, Нет, можно подожди, ведь... не ты вот перескочила делать? через меня. Вот, значит, когда мы сделаем последний узел, знаете, раньше было, ой, я забываю, завяжи мне вот здесь на руке напоминалку. Можно загадать желание и вот этими узелками закрепить свое желание. То есть, когда завязываешь у себя на руке напоминалку, допустим, хочу, допустим, в новом году, чтобы у меня там, ну, как все сейчас финансы заказывают, чтобы была хорошая зарплата. И завязываешь себе. Или там второй узелок делаешь. Хочу, чтобы у меня случилась счастливая встреча. Завязываешь. Вот мы завязали себе 2 узелка. Вот у нас готовы, это будет то, что у нас будет служить завязкой крайне. А теперь начинаем плести. Нам нужно соединить части этих самых наших гаек друг с другом. Мы нанизываем гайку на кольцо. Так, вот они. Ну, просто вот этим кольцом проще сказать будет, соединить 2 гайки кольцом. Ну что, дорогая Машенька, мы, конечно, посмотрим этот замечательный процесс, продолжим наблюдать за ним чуть позже. Ну и, конечно, готовое изделие будет в конце программы. Ну что, дорогие телезрители, все ближе и ближе новогодние праздники. И не секрет, что в эту волшебную ночь любая девушка хочет выглядеть сногсшибательно. И в этом нам поможет магазин женской одежды Blossom. Выходя в общество, каждая женщина хочет выглядеть неотразимо. Выбрать подходящую одежду не так-то просто. В женском магазине Blossom представлен широкий ассортимент качественной одежды из Турции. Это платья, блузки, костюмы, юбки, брюки разных моделей и размеров. Многообразие коллекций позволит подобрать модный гардероб для каждой. Наш магазин в торговом центре «Апельсин», мы здесь уже работаем больше 10 лет. Мы находимся на 2-м этаже, и хочу там обрадовать, что у нас весь товар мы привозим из Турции, и качество наших, так скажем, вообще вещей очень высокое. В составе у нас есть хлопок и вискоза в основном. У нас в первую очередь стоит задача узнать потребности наших покупателей, и мы им предоставляем широкий ассортимент нарядов. Размерный ряд у нас очень, так скажем, вообще выигрышный. У нас идет от 42 размера до 58 размера. В ассортименте Blossom можно найти женскую одежду, подходящую для любого случая. Если у вас полный забот будний день или деловая встреча, можете легко подобрать женственную, но в меру строгую блузку, классическую юбку, элегантные брюки, модный пиджак. Новогодние праздники и корпоративы не за горами, поэтому самое время думать о наряде. В магазине также представлены новейшие коллекции вечерних платьев. Компетентные продавцы помогут определиться с наиболее подходящим фасоном и выбрать именно ваше платье мечты. В магазине Blossom действуют постоянные скидки и специальные акции. Сейчас у нас в магазине действует очень много скидок.
Они начинаются от 10%, 30%, 50%, так скажем, процентов, да. И, конечно же, для наших постоянных покупателей у нас действует активная система скидок. И я хочу сказать, что это очень-очень выгодно всем нашим покупательницам. Также у нас есть очень интересная акция такая, да. Если у нас покупают на сумму больше 3000 рублей, то мы им дарим сертификаты на 1000 рублей. Хочу всех наших милых девушек и дам поздравить с наступающим Новым годом и приглашаю вас всех в наш магазин, так как мы на днях буквально получили новый завоз товара, где очень широкий выбор вечерних и также нарядов на каждый день. Ассортимент магазина Blossom обновляется и пополняется каждый месяц. Прекрасную половину приведет в восторг не только непревзойденное качество исполнения каждого изделия, но и вполне приемлемая цена. Магазин Blossom расположен в торговом центре «Апельсин» на 2-м этаже. Работает с 10 утра до 20 часов без перерыва. Итак, замечательный магазин женской одежды. Мне кажется, ну, может каждая, наверное, пойти и хотя бы померить что-то. И, возможно, вы найдете что-то для себя, для новогодней ночи и новогодних корпоративов, да и вообще для повседневной жизни. Спасибо большое. Ну что, девочки, мы говорим про астропрогноз. Готовясь к эфиру, я немножечко подготовила информацию. Вот кто вы по знаку зодиака? Я Козерог. Козерог и Близнецы. Ну что, девочки, наиболее успешным 2018 год станет для таких знаков зодиака, как Телец, Рак, Скорпион, Козероги и Рыбы. Ну что, Машенька, значит, я и ты, Козероги, на следующий год для нас успешным. Огромные перемены ждут Овнов, Дев и Стрельцов. Опять не ты, да, Настя? Ну что, а Близнецы, Львы и Водолеи, для вас будет этот год вот то падение, то взлеты, то падение, то взлеты. То есть, как говорят гороскоп, как говорит гороскоп, он, конечно, не будет самым благоприятным для вас, но в зависимости от того, как вы справитесь с проблемами, будет зависеть вас, успешен этот год будет для вас или нет. Вот такой у меня астропрогноз. Машенька, а вообще ты веришь в это? Ой, я не то что с сомнениями, но как-то не всегда полностью доверяю гороскопу, так можно сказать. Настя, ты веришь? Приятно, Да, хочется верить. ты веришь, как истинный человек, да? Отлично. Ну что, дорогие телезрители, мы поговорим на эту интересную тему сразу после короткой рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Итак, дорогие телезрители, мы продолжаем прямой эфир программы «Город женщин». И самое время у нас наступило для любимой рубрики «Love Story». Хотелось бы отметить, дорогие телезрители, что если вдруг вы желаете стать участником нашей программы или вы желаете отснять свою Love Story, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы есть в соцсети, мы есть в этой студии, наши контакты есть практически везде, поэтому не стесняйтесь, присоединяйтесь к нам. Ну а сегодня Love Story посвящена одной потрясающей семье, танцующей семье Черкашиных. Внимание на экран. Спонсор рубрики «История любви» – компания «Металлторг». Помогаем строить счастье. Танцы объединили эти два сердца не только на сцене, но и в жизни. Давайте же скорее знакомиться с семьей Черкашиных. Расскажите, пожалуйста, как начиналась история вашей любви? Это было 10 лет назад. Познакомились на СЭХе, когда мы выступали. Мы были как бы соперниками или что? Да? Ага. У нее был свой коллектив, у меня свой коллектив. Но мы танцевали брейк, короче, получается. У нас был баттл и так далее. Ну, потом, конечно, мы сразу же нашли общий язык, сразу начали. У нас юмор сразу подошел, мы начали сразу смеяться. А что изменилось в вашей жизни после появления ребенка? Если честно, особо таких жестко резких изменений я не почувствовал. Ну, может, у нас время пришло просто для нашей семьи рождения ребенка, и для нас это было долгожданным событием, ожидаемым, желаемым. И мы были готовы, и не было такого прям шокового состояния. А вот что самое главное в семье, как вы думаете? Все-таки вы столько лет вместе, и наверняка у вас есть ответ на этот вопрос. Это постоянный труд и работа. И эта работа не из легких, да? Обычно говорят, создать семью и сохранять ее. Сохранить семью – это полдела, а надо, чтобы она все время развивалась, все время
семья стремилась к чему-то. Нет того потолка, о, мы добились этого, все, сидим на попе ровно. Такого не должно быть. Постоянный рост. У нас просто ступеньки были какие-то такие, ну, развитие сначала танка. Сначала мы просто вместе были, потом начали вот вместе дела делать, потом мы стали вместе жить, потом свадьба, рождение ребенка. Ну и так, ступенчато. Главное, чтобы застоя не было, мне так кажется. А как вы сделали предложение Сардане? Ну, чертовски банально, наверное, может быть. Просто это был ее день рождения, но я не сделал это при всех и так далее, потому что я, конечно, думал сделать как-то там, как публично так. Я просто ее позвал и сказал то, что так-то, так-то, короче. Да, на самом деле я тоже не ожидала, что предложение будет в такой интимной обстановке. Потому что мой Петя очень романтичный, он всегда меня удивлял, да. Устраивал сюрпризы и публично, и при подругах, там, шарики, салюты, в общем, и все это было. Я думаю, ой, предложение, наверное, будет съездить из вертолета, а там полмира стоит. Я думала, вот так вот будет, потому что он у меня очень романтичный. И тут вообще в совершенно непредсказуемой обстановке. Я дома, жду гостей, у меня день рождения, мы вдвоем. Суета такая, я готовлю стол, и Петя стоит на колене и делает мне предложение. И сейчас я думаю, насколько же он у меня все-таки мудрый, потому что это все-таки наше семейное событие, предложение, рождение ребенка. А сейчас мы с вами поиграем в нашу традиционную игру и узнаем, насколько хорошо вы знаете друг друга. Назовите любимый трек вашего мужа. Ладно, пусть будет так. Раз, два, три. Я хотела написать Джеймс Браун. Потом я подумала, вспомнила это. Ну ладно, брейкбит. Ну, Джеймс Браун играет именно брейкбиты у него. В одежде какого цвета была Сардана, когда вы с ней познакомились? Я не помню. Да, вспоминай. Наверное. Переворачиваем. Розовый, розового. Дай здесь. Итак, последний вопрос. В каком городе вы бы больше всего хотели оказаться вместе? Так, не подсматриваем. Угу. Надеюсь, что вы когда-нибудь туда отправитесь. А сейчас от спонсора нашей рубрики я хотела бы вам вручить маленький подарок на приобретение строительных товаров для дома от Металлторга. Спасибо большое, нам как раз понадобится для дома. Спасибо огромное вашей семье за такое замечательное интервью. А с вами, дорогие телезрители, мы встретимся ровно через неделю в этой же рубрике. Говорят, если приобрести новую вазу в преддверии Нового года, весь последующий год ты будешь получать цветы от своих поклонников. Можете не верить, но лишней вазы новой в доме точно не будет. Самый большой ассортимент новых ваз, больших и маленьких, в магазинах Хозмаркет. Так, сейчас я же, да? Ну что, отлично, девочки, мы продолжаем. И самое время, Настенька, мы переходим, как ты говоришь, именно к тебе. Да. Настя, расскажи нам, что же сегодня ты нам расскажешь по теме английского языка. Мне кажется, уже многие телезрители полюбили тебя и следят за нашими эфирами, потому что английский все-таки нам необходим. Вот сегодня мы поговорим, ты сказала о... Так, сегодня я буду вам рассказывать про государственные экзамены, в частности, ОГЭ и ЕГЭ. Значит, ОГЭ – это экзамен, который должен пройти каждый выпускник 9 класса. Я рекомендую уже в 9 классе решить, будете ли вы сдавать ЕГЭ в 11 классе или нет, потому что ОГЭ практически полностью совпадает с ЕГЭ в 11 классе. Да? Да? Да. Тем самым ребенок, он морально и психологически подготовлен к такому стрессовому экзамену, как ЕГЭ. И к радости выпускникам и девятиклассникам изменений и нововведений в 2018 году нет. Да? Но в 2017 году в устную часть ОГЭ были введены новые стандарты, такие как чтение текста, дальше изменения
по диалогической части, то есть там получается экзаменатор, нету такого понятия, как экзаменатор, ребенок, он ведет полностью экзамен с компьютером, да, что намного проще, то есть очень много детей необычно стесняются незнакомого человека, да, а тут он уже разговаривает с компьютером. И это все записывается на диск. Также я хочу сказать, что экзамен по английскому языку, он считается одним из самых сложных, потому что это экзамен, который состоит из 5 частей. Да? Ни у одного другого экзамена такого нету. Значит, это устная часть, это часть, называемую часть говорения, грамматическая часть, работа с текстом, дальше идет работа с аудированием и эссе, написание сочинения на английском языке. Это же вообще сложно. Это очень сложно. И так как очень много частей, этот экзамен, единственный экзамен, который проходит в 2 этапа, то есть 2 дня. Да? Значит, первый день ребятишки сдают теоретическую часть. То есть, подожди, я поняла правильно, 2 дня экзамен будет по-английски? Да, 2 дня идет, то есть это не один день, как в других экзаменах, да, сначала они приходят, значит, сдают теоретическую часть, и через неделю они приходят и сдают устную часть, это очень стрессово, поэтому, чтобы морально быть готовым к такому стандарту, я вот рекомендую всем девятиклассникам определиться, хотите ли вы сдавать в 11 классе ЕГЭ, да, потому что он полностью совпадает практически. Дальше я бы хотела сказать немножко сегодня о таком распространенном экзамене, как IELTS. Слышали такое IELTS? Ладно, о ГЕГе. У меня возник вопрос перед тем, как ты перейдешь к другой теме. Вот скажи, пожалуйста, какой день все-таки наиболее важный? Вот к чему нужно подготовиться? Вот именно, может быть, по бальной какой-то системе, да? Вот все-таки важнее устная часть или вот вторая часть? Ну, конечно, важнее теоретическая часть. Кстати, есть такое понятие, что ребенок может отказаться от устной части, то есть он может первый день прийти, сдать экзамен только письменную часть, да, а дальше он может отказаться. Но когда он отказывается, он баллы теряет. Да, теряет баллы, где-то около 20 баллов теряются. Да? То есть это не очень благоприятно, но он имеет право отказаться от этой части. То есть сейчас немножечко как-то стали милосерднее относиться к подросткам, потому что в мое время у нас такой возможности не было. Мы сдавали все поголовно и обязательно. И мне кажется, это был реально один из самых сложных экзаменов, если вспомнить свой 11 класс. И самое интересное, что английский язык – это же язык, на котором мы говорим, да, то есть практически можно сказать, что тестируется в основном, как ты понимаешь текст, как ты понимаешь на язык, да, на слух. То есть, в общем, все идет такой более теоретической, письменной английской. А разговора с экзаменатором, то есть, нет, да? Да, то есть ребенок приходит, он разговаривает с компьютером, и записывается это все на диск. Боже, да, это что-то новое такое получается. Вот, Настя, подскажи, вот ты все-таки являешься педагогом, да, высококвалифицированным педагогом. Вот на твой взгляд, если все-таки у выпускника 9 или 11 класса есть проблемы с английским языком, насколько рано нужно обратиться за дополнительной помощью, то есть обратиться к репетиторству? В утробе именно до сдачи экзамена ЕГЭ или ОГЭ. Ну, к примеру, к тебе. Как надо быстрее обратиться? Матери наушники на живот и Это готовиться. очень часто задаваемый вопрос, это очень популярный вопрос, потому что ребенок зачастую он заранее не может быть готов, то есть он не знает, куда он хочет поступать, да, и так далее. И тут он в 11 классе вдруг решает сдавать ЕГЭ по английскому. Но тут зависит от ребенка. Если у ребенка хороший уровень английского языка, да, допустим, intermediate или upper intermediate, знаешь, да, про уровни, и то ребенок вполне за год может сдать на 5, на высокие баллы, на 80, на 90 и так далее. А если же нет, то, наверное, лучше подготовиться по какой-то узкой, да? Да, если ребенок не сильно уверен в себе, не очень хорошо знает английский, то лучше тогда подготовиться за 2, минимум за 2 года, за 2-3 года. Так вот. Отлично. А что касаемо вот следующего экзамена, о котором ты уже заикнулась, мы сразу узнаем после рекламной паузы. Хорошо, Настя? Это очень интересная тема, поэтому, дорогие телезрители, оставайтесь с нами. Мы сейчас поговорим об английском языке, и сразу после рекламы у нас очень интересный гость будет в студии.
Мы продолжаем с вами говорить об экзаменах. Значит, что Ты какую-то касается... страшную аббревиатуру сказал. Вот это гиалуроновая кислота. Что касается экзамена IELTS, это международный тест, он разработан для оценки уровня владения английским языком всех желающих учиться или работать в англоязычных странах. Да? То есть это очень популярный язык, он принимается практически во всех странах мира. Более чем 9 тысяч организаций в 140 странах, они принимают и приветствуют этот международный экзамен IELTS. Он очень популярный, он намного, он чем-то, кстати, очень похож на ЕГЭ. Вот дети, которые сдавали ЕГЭ, они практически, можно сказать, чуть-чуть подготовлены к IELTS. Но IELTS, в отличие от ЕГЭ, он более такой адаптирован к англоязычной среде, да, то есть там идут тексты, да, и тексты, аудиозапись, она более такая в сфере вот этой вот англоязычной, да. То есть, по сути, этот экзамен нужен для тех, кто планирует проживание либо работу за границей, верно? Да. То есть это такой серьезный. Это очень серьезный заявка экзамен. серьезная. И различает два вида. Значит, IELTS это академический и общий. Да? Академический он нужен для тех, кто хочет учиться за границей, а общий IELTS он предназначен для людей, которые хотят работать. Да? Возникает вопрос, все-таки подобный экзамен, он осуществляется только в платных организациях или у нас при университете также можно сдать его? К сожалению, или все-таки это коммерческий? Да, к сожалению, IELTS во всем мире это коммерческий экзамен. Во всем мире за него, чтобы его пройти, надо заплатить определенную сумму. Но я хочу сказать, что нету такого понятия в английском языке сдал или не сдал экзамен. Этот экзамен, он всего-навсего оценивает уровень владения английского языка. Да? То есть, получается, существуют университеты, которые требуют определенного уровня владения, да, допустим, 5.0, это, чаще всего это бывает intermediate и upper intermediate level, и вот этот экзамен, он позволяет определить, какой у тебя уровень английского языка. То есть, по сути, так-то для практики можно пройти его просто в целях познания, насколько у тебя высокий либо низкий уровень знания английского языка, да, и, соответственно, стоит ли ехать работать за границу или даже не стоит и думать об этом, да, пока. А лучше улучшить знание своего английского языка. Ну что, дорогие телезрители, Настенька наша продолжает нас окунать в мир английского языка. С каждым эфиром мы узнаем все больше и больше. Ну а мы сегодня говорим на тему астропрогноз. И от смены календарных периодов любая женщина ждет не только банальной перемены даты, но и новых возможностей, свершений и удачных поворотов судьбы. И сегодня именно поэтому мы приглашаем в студию очень интересного человека. Это у нас Мария Николаева Саная. Она у нас ясновидящая. Здравствуйте. 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 Добро пожаловать к нам в город женщин. Присаживайтесь, пожалуйста. Ой, когда мы говорим о чем-то, да, вот ясновидящее, мистика, да, мы вообще далеки от этого в повседневной жизни. Вот как давно вы открыли в себе такой талант и вообще как вы живете с ним? Во-первых, я бы не сказала, что это талант. Я считаю, что это заблуждение, когда считают талантом. Я с этим даром родилась, это природный дар, который, конечно, по ошибке и по молодости, который мне не нравился, я пыталась отвязаться от него, пыталась снять и так далее, предпринимала такие разные методы, после чего, конечно, очень сильно заболела. И потом, чем больше я пыталась снимать, чем больше ко мне дар удваивался, утраивался, и возможности стали, как говорится, все больше. И даже стала в таком раннем возрасте видеть уже где-то в год, уже через стену. В годик вы уже видели, да? Уже через стену. И уже близлежащее село, которое увидела, это Татинского района, село Харвалах. Я в кроватке своей сидела, это село Теркё. То есть тогда это, наверное, на это в первую очередь обратили внимание ваши родители, да? Во-первых, пока я сама не вела себя странно, наверное, они не замечали. И, как говорится, я думала, что все дети такие, как я. Да, дети же считают, если что-то необычное, то все такие, правильно. Ну, а потом я стала видеть, что они больше плачут и дерутся, а я все время больше тише сижу.
основном, наверное, плакала то, что ко мне не подходили. Потому что они были старше, и интересно было друг с другом играть. А получается, мне бы еще годика не было. Я сидела, пыталась вылезти к ним через кроватку ногу, хоп, и обратно. Я так и сидела. Ну хорошо, но со временем вы повзрослели и поняли, что немножечко вы не такая, как все, да? Что у вас есть... Нет, Да? я вообще рано поняла, и моя мать мне за это взбучку дала. И сказала, что никогда, взяла с меня слово, что никогда я не буду свой талант использовать на людях и показывать. Потому что за это могут наказать, и люди не воспринимают такой дар. Могут понять неправильно, что в старину даже за это жгли на кострах, убивали и так далее. И она побоялась. Это во сколько вам короче, лет было, она сказала? это когда мне было 8 лет, она меня поколотила вообще, как говорится. И я ослушалась ее за это. И после чего, как говорится, я стала уже, замкнула себе. И, конечно, в своем мире стала жить. И, ну, вела, конечно, обычно с детьми, как обычный ребенок. Но во мне, чем больше я свой дар себе прятала, чем он больше у меня умножался. Ну и все равно, куда деваться, как говорится, много лет прошло. Моей матушки давно уже нет, она в молодости умерла. Что я и видела, и пыталась остановить, когда мне было 8 лет. Вот когда я просила ее не умирать, что она осенью умрет, она за это меня отколотила. И сказала, вот, нельзя так делать, не тебе решать. Не прислушалась, да? Нет, к сожалению, нет. Ну и потом получается, что у нас в моду вошло как... в основном народ любит гадание. Традиционно просто гадание легкое такое, а не шаманство там, и не такие ужасные какие-то вещи, а то, что в жизни вот вообще полезное. Поэтому я и сама по жизни решила сдержать данное матери свое слово и реализовала себя в жизни, нашла свою социальную нишу, высшее образование несколько, и работу любимую, семью, создала все, что могла. В основной части материализовала свои мечты с помощью своей магии, волшебства, где я не могла уже. Где-то пользовались. Поэтому я опыт на себе вот в основном делала. Для меня самое вот лучшее то, что материализация желаний, магия – это наивысшая. И помощь себе сначала, а потом должна следить сначала за собой, потом уже помочь кому-то. А то, получается, у нас наобещали 3 короба, а сами не женатые, ни кола, ни двора, ни детей. То есть в первую очередь надо на своем примере показать, что в принципе повлиять на судьбу человека можно, да? Человек должен сам сначала себе сделать, на себе тренироваться, как говорится, Начни с себя. Да, по законам природы найти себя как личность, первое. Второе, как личность установиться, получить как телесный опыт, также морально-духовный опыт от жизни, а также, как говорится, знать о том, о чем идет речь, когда человек будет просить. Чтобы понимать ощущения, да? Да, и я считаю, что сейчас советчиков стало очень много, но поэтому я считаю, не обязательно стоит прислушиваться, потому что в основном сейчас некоторые люди в моду взяли молодые, там... Гадание, да, это сейчас так актуально стало, да? Карты купила и сижу, да, прочитала в интернете, как это делается. Она всегда была это страшно. востребованная, да, человек, в наше время, рыночное время, конечно, затруднений таких материальных очень много, поэтому все хотят быть успешными, и поэтому уже, войдя в какие-то затруднительные положения, проблемы, которые являются потребностями, у нас потребительство, потребность возросла. Почему? Потому что каждый сейчас себя уважающий человек, конечно, хочет учиться, а это требует денег. Также хочет жилье, тоже денег. И мы жилье хотим не в деревне, все ушли оттуда. Мы живем в городе или где-то за границей, да, вот. И вот это все потребности, конечно, влекут за собой проблемы. И поэтому сразу же, получается, нужно, чтобы кто-то им посмотрел, исправил судьбу или помог, или присоветовал. И в основном, получив неправильный совет, они входят в разные конфликтные ситуации, как с обществом, как и с собой, и с жизнью своей. И поэтому я считаю, что советов, наоборот, надо бояться, надо стараться самому разобраться от своей проблемы, которая внутри находится,
никогда не уйти. И после, как разберетесь, только обратиться, что нужно, если вот такое вот наступили какие-то тяжелые последствия или что-то. Или чтобы предотвратить его, да? А вот у меня вот такой вопрос созревает. Тогда от чего же тогда возникает, такое получается, что у человека возникают какие-то проблемы, допустим, да? Почему тогда говорят, что вот, говорят же, мы можем предвидеть, что с вами что-то случится, откуда это берется, почему это можно предвидеть, как это связано вообще с жизнью человека, как, откуда это берется? Ну, ко мне, конечно, вот обращаются люди, вот бывает, что кармически у человека стоит установка, определенное время, вот, допустим, обращался, ну, не буду говорить там кого, и она говорит, я хочу замуж. Я говорю, вот у меня, как говорится, такое предчувствие, что в этом году я обязательно должна выйти замуж. Я говорю, потерпи, пожалуйста, этот год, потому что этот год тебе принесет, скажем, двоих молодых людей, близких друзей, которые будут тебя делить. И ты будешь от парня к парню, потом одного определишься, и через месяц, как уже после женитьбы, скажем, да, после замужества, дальнюю дорогу с другом уедет и не вернется никогда. Поэтому эти парни не про тебя. Ты в этом году, кроме них, никого не увидишь, поэтому не подходи. А если к тебе подойдут и познакомятся эти парни, приведи ко мне, чтобы я могла вот помочь им. Ну, исключить то, что вот произойдет. То есть да? вы, по сути, советуете, да, вот конкретно изменить это вы не можете, но вы можете посоветовать. Да? Меняя, смертельные арканы вижу, меняю, помогаю. Меняете, даже и такие сложные. Но то, что вот эта, скажем, девушка вот в следующем году прибежала, говорит, я не смогла, встретила все-таки, как бы сказали, я не смогла сказать, что вы погибнете, что мне нельзя, хотя они за мной ходили. Вот. И также они уехали и в сторону Вилюйска, там на дороге разбились. Вот скажите, и она пожалуйста, говорит, зря, что я не могла найти слов привести к вам. Вот. Мария Дмитриевна, Поэтому надо всегда переступать через такие эти моменты. А говорят же, что существует множество факторов развития твоей судьбы, то есть это, получается, твоя судьба, у нее есть многомерность, да, то есть есть несколько вариантов развития событий, да, и то есть от чего это вот, может ли человек себя запрограммировать на более, допустим, хорошую судьбу и так далее, выбрать? Самая первая программа идет от природы. Природа никогда своим детям не желает плохого, рождает человека как белый чистый лист, как в великой дидактике написано, скажем. И человек должен начинать свой белый лист с первых своих шагов, именно писать свою книгу сам. Да. Надеяться на кого-то, на судьбу, там, на кого-то перекидывать ответственность это нельзя. Или обвинять потому что кого-то, да? все, что хорошее должно быть человеку, или все, что плохое должно быть, все в равных долях дается, а человек сам уже выбирает, по какой дороге идти и какие решения принимать. Да. То есть человек должен на себя брать ответственность за свою жизнь. Да. Я считаю, что во все времена было так, и поэтому именно стоит помочь не себе, а не судьбу где-то там исправить. Спасибо большое. Очень интересная беседа. Дорогие телезрители, не переключайтесь, потому что сразу после рекламы нас ждет астропрогноз на 2018 год. Дорогие телезрители, вы смотрите «Город женщин». И следующая рубрика «Не глянец» от наших партнеров магазина «Книжный маркет». Спонсор рубрики – торговая сеть «Книжный маркет». С Новым годом, наши дорогие зрители! И я бы хотела сегодня в первом выпуске рассказать о нашей местной продукции. Продукция – это самая интеллектуальная и самая нужная, потому что вы найдете здесь кучу нужных и важных новогодних подарков. Это книга, то, что можно перешить из старых вещей или, допустим, купить шкурки и все это очень хорошо, красиво сделать. Видите, здесь прилагается хорошая выкройка для тех, кто только начинает. Видите, все сумочки, очень красивые рукавицы в наши холода. Ну и перед вами, конечно, вся галерея вот этих книг. Обязательно вы найдете книжку новогоднюю для своего ребенка. Это на якутском языке. Очень много разных оберегов. Это авторские работы. И вот эти очень роскошные подарочные изделия. Вы видите вот такие книги роскошные в твердых переплетах. И можно вручить не только своим родственникам, но и отправить
отправить еще куда-нибудь. Конечно же, здесь есть для всех мастериц. Это получается, если вас заинтересует сутаж, это получается, если заинтересует вас якутские украшения, вы все найдете здесь. Что такое Новый год? Новый год – это волшебство. А каждый взрослый мечтает стать волшебником. И действительно, посмотрите, какие книги универсальные вы найдете. Раскраски «Таинственный сад» серии или другие вам помогут раскрасить свою вселенную. Вы можете выбрать любые цвета, любые формы и по шаблонам раскрасить то, что вы видите, свой мир. И посмотрите, насколько он будет богат, насколько он будет живописнее, великолепнее, ярче. Если вы вдохнете в эти черно-белые матрицы, вы вдохнете свою радугу мыслей, чувств и настроения. Обратите внимание, какие волшебные ручки продаются в нашем магазине. Например, это рисует блесками, другие светятся в темноте. Вы найдете каждый сам свое настроение, свое волшебство, чудо. И надеюсь, что у вас эта картина, ваша вселенная, будет самой яркой и самой восхитительной. Что делать долгими зимними вечерами? Конечно же, вышивать. Обратите внимание, в этом наборе вы найдете все образцы. Что нужно, чтобы сделать все важное в один момент? Не надо бегать, не надо искать ту или иную деталь. Вы найдете все здесь. И украшения, и нитки мулине, и иголочки. Все, что нужно. Просто надо сесть и вышить вашу фантазию. Обратите внимание, что перед нами это все новогодняя тематика. Перед нами Новый год, перед нами символ будущего года – это собака. Но обратите внимание, что все творческие люди вышивали, и это упорядочивало их мир, упорядочивало образ мысли, и какие-то новые горизонты и перспективы открывались каждому. Чего я и вам желаю в эти новогодние удивительные вечера. Итак, дорогие телезрители, мы продолжаем наш эфир. И сегодня у нас в гостях очень интересная женщина. Это Мария Николаева, Саная. Она у нас является, кстати говоря, победителем первой битвы экстрасенсов, а также участницей программы «Жди меня», где благодаря ее экстрасенсорным возможностям смогли найти пропавших девушек. Все верно? Да. Это очень интересно. Мне кажется, это, и, наверное, и показатель того, что все-таки у вас есть дар, и это у вас проверенное, да? Ну что, у нас сегодня астропрогноз на 2018 год. И расскажите, пожалуйста, что вот вы разложили у нас на столе? Во-первых, я не только вот видениями по каналам ясновидения работаю, а также работаю с природными материалами, в том числе ракушками и камнями. Я считаю, что более результатным итогом дают вот решение вопросов именно камни вместе с ракушками. Я бы хотела сказать, что начиная с конца наступающего 2018 года будет зачато очень много детей, поэтому по итогам года будет, как говорится, родиться очень много детей у нас. Почему? Потому что именно вот камень яблока, плодородия, он лежит в конце января. Кроме того, с учетом того, что открыты в основном все белые ракушки, и конкретно по приметам, в каком виде они лежат, финансовое благополучие в следующем году будет уравновешенным, даже лучше, чем в этом году. А также видно, что со стороны с обеих, с других, одна российского масштаба, другого с одного региона, потому что я считаю, что это договорные внешторговые отношения, будут иметь успешный итог. И, конечно, по итогам этого наши жители тоже поправят свои кошельки, свое положение. То есть финансовое положение у жителей нашей республики улучшится? Да, улучшится. Ура! Насчет негативной энергии, я бы сказала, будет вспышка в начале декабря, как показывает камень дракона, а также в конце сентября
это говорит о том, что там будут некоторые такие конфликтные ситуации по материальным положениям, потому что их ход будет убыстряться. Здесь, как показывается, то, что в сентябре будут не только вот равномерно и много платить, но будет очень быстрый ход денег из-за этого вот конкретно. Поэтому именно в этих месяцах нужно подготовиться, начиная с начала сентября месяца. А также в сентябре месяца вот Божие око камень лежит. Это говорит о том, что те, которые поступили в этом году, из них множество получат хорошие места и также в образовании найдут свою вот нишу и будут иметь успех. То есть для абитуриентов это очень хороший, да, год будет? Да. А для благосостояния, которые хотите вот начать строительство дома или инвестиции, скажем, в личной жизни, инвестиции вообще в своей жизни или учебе и в коммерческих структурах, оно будет процветать с момента состояния, поэтому говорится, это июнь месяц. Открывается 21 год, почему и зеленый камень здесь лежит. О чем свидетельствует? То есть в июне нужно вкладывать инвестиции, возможно, постройку дома. Это все в июне, да? Не только постройку, но в глобальных таких размерах. Все, что будете мечтать. До этого нужно где-то с начала апреля месяца уже начинать все свои действия. Да, и удачный день 3-7 апреля, чтобы именно в июле, в середине вот это все сбылось. То есть 3-7 июля можно уже сесть и хотя бы построить схему своего дома, да? И обсудить это. Когда ты собралась схему строить? 3 по 7 апреля. Да. Апреля. Вот так вот. Запоминайте, дорогие телезрители. Ну и политики, конечно, я не желаю сильно останавливаться, но будут интересные фигуры у нас появятся, которые тоже внесут корректировку процветания нашей республики. А вам я хотела, Анастасия, вот пригласить и выбрать одну из этих пожеланий, которые сами выберете. Но мне вот этот вот нравится. Ага, откройте. Так, это предсказание, да? Да. То, что... Так, всего наилучшего и по высшему классу. Да, значит, ваш девиз в следующем году так будет. Ну, вы возьмите вот по одной, вот, которой вы Всего желаете. наилучшего и по высшему Вот классу. это возьмите. Спасибо. Круто. Мы очень жадные все девушки. Прям хотели аж по 2 взять. Из-за нашей жадности к счастью и удаче. Красивых чувств у меня. Вот видите, как красиво. Красивых чувств в работе. Машенька, работай тебе и работать. И поэтому процветают наши семьи, да? Да. Спасибо. Какой позитивный, да, заряд? Чудесно. Это очень... Мне очень прямо так приятно. Да. Хорошо, это ваш девиз на 2018 год. Красиво. Слушайте, ну вы Но не здесь первые есть и мне говорите другие, про работу. конечно. Ага. А вот я, кстати, Ну, все кстати, слушаю, у вас слышу впереди, про чувства. я считаю вас самодостаточным человеком, но впереди у вас студенчество еще. Студенчество? Да. Ой, мне уже много кто говорил, что я буду Поэтому учиться, и второе оно высшее. приведет вас совсем, как говорится, большим таким этим. Изменения. Ну, не то, что изменением, а подъему, моральному, духовному росту. Да. Ага. Спасибо большое, Ага. спасибо. Хорошо. А что про меня можно сказать? Ну, про вас я бы какая-то вот картина шла, то, что, да, в отличие из 3, которых сидящих здесь женщин, да, в скором времени у вас именно показывают на грудь то, что вот положить. Придет большая благодарность уровня такого вот, или республиканского, или российского, вот именно в виде грамоты или какой-то вот медали, или какой-то вот что-то такое вижу на груди. Здорово! Поэтому я считаю, у вас... будет. Я считаю то, что... Неужели меня оценят? Да, наконец-то! Хорошо, а у Машеньки? А у меня что? Кроме работы. Ну, и, конечно, я бы хотела сказать то, что когда вы ушли туда, я вслед за вами видела эмбрион, то есть рождение ребенка вот в вашей жизни есть. Маша! Мария А у Дмитриевна, меня вот еще один ребенок готов. Мария Дмитриевна, скажите, пожалуйста, а как нужно себя вести и к чему надо стремиться, чтобы год прошел очень удачно? Ну, конечно, в разные времена, и в этом году, и в следующем году, конечно, будут разные такие моменты уныния, это всегда так и было, потому что человек так устроен, что именно составляющие его все элементы в основном хотят очень много, но именно это не всегда можно, и поэтому всегда нужно настраиваться на позитивную волну, на хорошую энергетику, и, как говорится, алых парусов в жизни берет. И это, как говорится, позитивное настроение всегда приводит к хорошим результатам
и мечты сбываются одна за другой. И над этим нужно самому тоже продуктивно работать, а не сидеть ждать. Вот. Замечательные пожелания. Очень Спасибо. хорошо. Прям позитив и веет в нашей студии сегодня. Спасибо большое. Мне кажется, дорогие телезрители, вы зарядились положительной энергетикой, да, и вообще эмоциями. Ну и, конечно, у нас наш эфир подходит к концу, и как обычно, Ну в вот, конце еще нашего одно эфира- детище Да. готово. Мария, Это из, так сказать... Так, вот я покажу еще здесь завязка тоже с помощью болта. И качательный вариант браслета в виде... Вообще это называется кольчужное плетение. Кольчужная Да, база. то есть если вам сюда попадет стрела, не волнуйтесь, браслет вас защитит. Ну что, вот на такой позитивной ноте мы завершаем наш эфир. Всего вам самого наилучшего. Увидимся. До новых встреч.